Дискотека «Дед Мороз. Презенты». Именно так обеспечивается новогоднее настроение. Подарки уже разгружены, отсортированы и расписаны по адресам. Пламенный и сладкий привет направлен из Национального фонда развития. Непримечательные снаружи, зато красочные внутри. Такие яркие подарки получат порядка 1000 детей школ-интернатов, среди которых и это учреждение. Всего их 5. Их получат воспитанники Малгобекской школы-интернат в Центре непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Отрадно отметить то, что в это тяжелое, скажем так, карантинное время, когда для детей невозможно проводить масштабные большие мероприятия, что глава республики не оставил без внимания ни одного ребенка, проживающего и обучающегося в интернатных учреждениях, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в нашем центре обучается 451 ребенок, это включая обучающихся, которые обучаются в корпусе номер 2 нашего центра, расположенного в сельском поселении Газиюрт. Сегодня в преддверии Нового года для детей наших этот праздник является таким вот символическим праздником, детским, я бы сказал, символическим праздником. И в канун Нового года получить сладкие новогодние подарки для них очень значимо. А пока одни разгружают свои подарки, другие уже приступили к празднованию Нового года. Я хочу найти своего Чебурашку. Позовите мне его. Вы видели его? Да. Здесь точно не соскучишься. Одни танцуют, другие приступили к челленджу распаковки новогодних сюрпризов. Вслед за любимыми блогерами эти дети раскрывают свои подарки и, как принято у младших, делят на любимое и не очень. Сейчас посмотрим, что у меня лежит в коробке. Шоколадка. Еще шоколадка. Это невкусно. Вкусно. 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 Невкусно. Это Орео? Да. Вкусно. А вот Юсуп Зармотов не делит подарки, но для половины из них уже придумал назначение. А вредничал? Нет. Вредничал? А кому ты отдашь шоколадки? С кем-нибудь поделишься? С кем? С Микки. С Микки? Микки, он с тобой поделился? Да? Да? Я сейчас поделиться. В кабинете не смолкают смех и веселье. Утренник у 3-го класса проходит в кругу сказочных персонажей. Чебурашка, Снегурочка, Снежинки. Каждый ребенок спешит поскорее показать свой костюм, прочитать стихотворение и получить заветный подарок от Деда Мороза. Готова елка праздничным нарядом, на ней игрушки, буссы играли. Огрево семьи высотают, краски и гради, кабы уживает сказка. В целом мире нет тебя счастливым нас. Хорошо у елочки хороводе танцевать, хорошо у елочки песни распевать. Тот, кто хочет, чтобы веселым был бы этот Новый год, пусть сегодня вместе с нами песню звонкую поет. Каждый ребенок с трепетом ждет Нового года, и в преддверии праздника сделать приятное детям может любой желающий. Ведь этот сладкий сундучок может подарить столько эмоций и радости. Но новогодние подарки – это как бы подтверждение к этому празднику, подтверждение, что есть на свете и сказка, и волшебство. И хотелось бы поблагодарить от лица наших воспитанников, от лица администрации школы-интернат, главу Республики Ингушетия, Министерство образования за то внимание за внимание, которое они посвятили нашему интернату, за новогодние подарки. Этим самым они организовали или как бы дополнили этот праздник. Они подарили не просто сладкие подарки детям, они подарили этим массу радостных эмоций, позитива и предчувствия Нового года. До Нового года осталось несколько дней, и все дети обязательно должны получить свои подарки, чтобы праздник запомнился как минимум еще на 1 год. Хава Гагиева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.